Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии информационная программа «Республика». С главными темами дня вас познакомлю я, Ольга Панова. Глава российского государства Владимир Путин отметил юбилей. Третьему и пятому президенту страны исполнилось 60 лет. За время своего президентства Владимир Путин посетил Чувашию дважды. И один раз будучи премьером и официальным преемником Бориса Ельцина. С тех пор прошло почти 12 лет. С приходом Владимира Путина во власть жизнь в России улучшилась, считает половина россиян, опрошенных социологами в ЦИОМ. 44% респондентов сообщили, что уровень жизни вырос с 2000 года, когда Путин стал президентом. Основным достижением эпохи правления Путина россияне считают улучшение позиции России в мировом сообществе. Об этом рассказали 45% опрошенных. Респонденты в ЦИОМ резюмируют, что эпоха Путина вообще принесла больше хорошего. Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел еженедельное совещание с членами Кабинета министров, руководителями территориальных органов, федеральных органов власти и муниципалитетов. Как обычно, обсуждались первоочередные задачи и актуальные вопросы. Один из самых актуальных вопросов – проведение аукциона на приобретение или строительство жилья для детей-сирот. На 2012 год из республиканского бюджета на эти цели выделено свыше 158 миллионов рублей. Еще около 43 миллионов субсидирует федеральный центр. Всего за счет средств бюджета 2012 года необходимо обеспечить жильем 241 гражданина из числа детей-сирот. По состоянию на 5 октября текущего года освоено почти 40 миллионов рублей республиканских бюджетных средств. Средства республиканского бюджета перечисляются в муниципальное образование по определению в Минстрой Чувашии контрактов на строительство или контрактов на приобретение жилья, заключенных на основании проведенных аукционов. Однако в ряде муниципалитетов до настоящего времени не проведены аукционы на приобретение жилья для детей-сирот, в основном из-за отсутствия заявок от строителей и недостатка сформированных земельных участков. Глава Чувашии отметил, что во всех муниципалитетах должны быть разработаны и утвержденные градостроительные планы. Поэтому непонятно, что за сложности с участками. Вот здесь, пожалуйста, заместитель прокурора, пожалуйста, вот министр МВД. Если нужно, давайте их попросим сейчас. Прокуратура меры прокурорского реагирования сделает. Если надо там где-то подключиться, значит, то они подключатся. Пожалуйста, вы четко сформулируйте свои предложения. Необходимо, чтобы эта задача была решена комплексными усилиями всех органов исполнительной власти. Я думаю, что при совместной работе она будет решена до конца 2012 года. Дорожная статистика вновь стала темой обсуждений, вновь безрадостной. За 9 месяцев на дорогах республики зарегистрированы около 1500 ДТП. В них погибли 182 человека и ранены почти 2000. Все показатели увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост количества автодорожных происшествий зарегистрирован в 16 муниципальных образованиях, в 9 возросло число погибших. Неблагоприятная ситуация, а именно рост более чем в 2 раза на территории Яльчикского района, значительно увеличилось число погибших в Порецком районе. Наиболее сложной остается обстановка с аварийностью в столице республики, где дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано на треть больше, чем в прошлом году. И это составляет почти половину от общего количества происшествий по республике. Глава Чувашии поручил ускорить подготовку республиканской целевой программы повышения безопасности дорожного движения на 2013-2020 годы и поставил задачу активнее использовать новые технологии и материалы, обеспечивающие безопасность на пешеходных переходах. О том, как в Чувашии реализуется указ об обеспечении межнационального согласия, доложил министр культуры по делам национальности и архивного дела Вадим Ефимов. Он отметил, что республика находится на стыке 2 культур – европейской и азиатской, и на стыке 2 религий – христианства и ислама. Сегодня у нас проживают представители 128 национальностей. Между ними сохраняются доброжелательные и уважительные отношения. Елена Гальперина, Евгений Анисимов, Республика. 2 дня в нашей республике находятся гости из Японии. Это уже 2-й визит японской делегации в Чувашию во главе с генеральным директором Бюро национальной и региональной политики Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии господином Масахиро Накаджима в этом году. Напомню, что в начале года гости из страны восходящего солнца приезжали в Чебоксары. Тогда их очень заинтересовал проект строительства супердороги, которая должна соединить Богданку с исторической частью города. На этот раз японская делегация привезла свои проекты, касающиеся переработки мусора. Итоги визита подвели на встрече с председателем Кабинета министров Иваном Моториным.
Программа этого визита была также насыщенной. За 2 дня гости посетили Пихтулинскую свалку, строящийся полигон ТБО, биологические очистные сооружения, микрорайон Новый город, Садовый район, республиканский клинический онкологический диспансер. Кроме этого, приняли участие в заседании рабочей группы по вопросам развития городской инфраструктуры, решения проблем утилизации отходов, ветхого жилья, строительства дорог и других вопросов городского хозяйства и выдвинули ряд предложений. И мы бы хотели предложить создавать такой совет, японо-российский совет по вопросу развития города. И на основе этого конкретно несколько рабочих групп создавать. Я очень хочу, чтобы ваша республика активно приняла участие в этом сотрудничестве России и Японии. Я считаю, что очень важно предложение от вашей республики, чтобы не только форма, действительно сработала целая система в виде рабочих групп для решения конкретных задач. Японских гостей интересовали возможности рекультивации действующей Пихтулинской свалки и нового полигона ТБО. Особо их волновал вопрос влияния этих объектов на экологию. Интересовали японских специалистов и используемые в республике технологии сбора, сортировки и утилизации отходов. Зарубежные коллеги презентовали свои проекты по переработке мусора в высококачественное сырье, использование энергии, выделяемой в ходе сжигания мусора, включая пластик, для теплых бассейнов, оздоровительных учреждений, бань. Обсудили вопросы вторичного использования веществ, получаемых при очистке сточных вод. Обе стороны выразили надежду, что нынешняя встреча позволит перейти к практической реализации совместных проектов. Галина Титарчук, Евгений Анисимов, Республика. В какой стадии у нас? Пустующие поля пора взять в оборот. В последние годы власти республики возвели эту задачу в ранг первостепенных. За несколько лет удалось освоить более 100 тысяч гектаров ранее необрабатываемых земель. Но проблема все еще остается. Решить ее в Чувашии планируют в самое ближайшее время. Вопрос с освоением залежных земель держит на постоянном контроле и глава республики. Журналистам Михаил Игнатьев показал, какую пользу может принести даже небольшой садовый участок. Заброшенные или вовсе захламленные мусором поля. Такую картину сейчас можно увидеть практически в каждом районе. Десятки тысяч гектаров земель сельхозназначения в Чувашии остаются пустующими, хотя они должны приносить пользу. Республиканские власти это прекрасно понимают и делают для решения проблемы все возможное. Выделяются средства из бюджета, создаются специальные комиссии, которые регулярно выезжают на проверки. Выявлены случаи, когда на землях для сельхозугодий строились целые дачные поселки. Между тем, найти лучшее применение этой земли несложно. Глава республики готов на личном примере показывать, как надо ухаживать за своей землей. Он вырос в деревне и, как никто другой, понимает, что это кропотливая, но благодарная работа. На своем садовом участке Михаил Игнатьев создал по-настоящему уютный уголок. Сюда он приезжает часто, чтобы скосить траву, собрать ягоды, яблоки. Вот теперь, можно сказать, есть урожай в корзине. Чтобы получить большие всходы, к делу необходимо подходить с любовью. Для него это всегда оставалось неписанным правилом. Земля должна работать на человека. Что посеешь на ней, то и пожнешь. Когда в поселении распределяли земли между пайщиками, будущий глава республики тоже получил надел. И по сей день заботливо ухаживает за своим участком. Здесь семья Игнатьевых сажает и овощи, и картофель. Урожай всегда получается большим. Держа свое хозяйство, он и от других аграриев требует эффективной работы. Еще в прошлом году он поставил задачу ввести в севооборот все неиспользуемые земли. Эта задача выполнимая. Главное, чтобы все подходили к делу без цели нажиться и провернуть махинации. Добросовестных правительство Чувашии поддержит всегда. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика. В республике в самом разгаре осенний этап акций «Посади дерево и сохрани его». К этому экологическому марафону присоединяются не только предприятия, но и обычные жители города, которые благоустраивают свои дворы, скверы, парки. В выходные за грабли и лопаты взялись и сотрудники администрации главы Чувашской республики.
На призыв облагородить территорию возле Дома правительства отозвались более 70 человек. На работы вышли не только рядовые специалисты, но и их руководители. Сначала трудовой десант озеленил небольшую часть набережной Чебоксарского залива. Здесь разбили новую аллею. Посадили более 20 молодых деревьев. На площади перед зданием Дома правительства в следующем году появятся цветочные клумбы. Место для них сотрудники администрации главы Чувашии подготовили уже сейчас. Они выкорчевали старые засохшие кустарники. Многие признались, что такая работа не может не приносить удовольствия. Принимать участие в подобных субботниках, несмотря на свою занятость, они стараются часто. Приятно, просто нет слов. Же как радостно. Потом будешь выходить из здания и видеть плоды своего собственного труда. Вот. Так что всем советую рядом со своим домом тоже что-нибудь такое посадить. Потом каждое утро выходить на работу с подъезда и радоваться, как все растет и цветет и пахнет. Вот. История с продолжением. На сайте Минздравсоцразвития Чувашии не первый день идет активное обсуждение вопроса о том, что строить в центре города Чебоксары. Многопрофильную поликлинику или многоэтажки. В городской мэрии, в свою очередь, тоже хотят организовать опрос населения. Но в другом формате. Мнение чебоксарцев будут узнавать лично, на встречах и собраниях. Об этом журналистам в ходе брифинга рассказал глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков. В администрации города этот участок площадью почти 2 гектара предлагают отдать под строительство 2 многоквартирных домов. Но строительная компания, которая выиграет аукцион, будет обременена еще и строительством поликлиники. И площадь ее будет не 6,5 тысяч квадратных метров, как предлагает Минздравсоцразвития Чувашии, а 1500 квадратных метров. Мы исходили из поставленной задачи разместить в этом месте, в центре города, поликлинику на месте старой больницы и на месте старого роддома. Эту поликлинику мы обещали жителям данного микрорайона и поэтому ввели в данном направлении работу. Никакого конфликта с Министерством здравоохранения нет, признался Алексей Ладыков. Обе стороны преследуют одну цель – улучшение качества жизни горожан. Мы в одной команде, у нас один руководитель, между нами конфликтов быть не может. У нас могут быть разные точки зрения, которые мы конструктивно обсуждаем и принимаем консолидированное решение. Основной вопрос, по которому нужно будет принять решение, это финансирование строительства. Если город-администрация предлагает строить без привлечения бюджетных денег за счет средств строительной компании, то Министерство здравоохранения планирует привлечь федеральные. Если Минздраву удастся привлечь федеральные средства на строительство медицинского комплекса в этом месте, это хорошо. Тут необходимо только будет еще раз провести расчеты, привлечь специалистов, ведь строительство такого комплекса требует и соответствующей инфраструктуры. Это и парковки, это и отъезды, и подъезды. Пробка в центре города никому не нужна. То есть здесь нужно говорить и о том, что мы должны учесть мнение граждан, живущих рядом с этим местом. Готовы ли они, хотят ли они, чтобы рядом с их жильем размещался именно такой центр, где будут лечиться или проходить лечение жителей города, республики, ведь это, в принципе, достаточно серьезное направление, и психотерапевтический центр, и реабилитационный центр. Алексей Ладыков также подчеркнул, что тема будет изучена детально с разных сторон профильными экспертами. Через 2-3 недели начнется опрос жителей, живущих в этом микрорайоне. И только после этого будет принято решение о строительстве того или иного объекта. Галина Титарчук, Евгений Анисимов, Республика. 10 октября национальному телевидению Чувашии исполняется 1 год. В честь своего дня рождения мы объявили конкурс детских рисунков «Нарисуй торт». И теперь стены нашей студии превратились в вернисаж сладостей. Мы спешим сказать вам большое спасибо. Рисунков хватило на целую выставку. Здесь и тортики в виде башенок со свечками, с цветами, и в виде грузовичка, и кувшинчика, и даже яблоко с забавным червячком. Многие создавали свои эскизы не только красками и фломастерами, но и с помощью салфеток, пластилина, бумаги. С сегодняшнего дня началось подведение итогов. По рисунку победителя кондитеры изготовят настоящий именинный пирог. В первую очередь хочется сказать большое спасибо всем, кто принял участие в нашем конкурсе. С сегодняшнего дня мы закончили
закончили принимать ваши работы. До 11 октября мы подведем итоги и определятся победители. А самое главное, никто не останется без подарка. Футбольный матч в честь Дня учителя прошел в выходные в гимназии номер 5. Не только школьники приняли в нем участие, но и члены администрации города. На территории стадиона гимназии номер 5 на новом поле с искусственным покрытием, созданным старинным чувашским методом НИМЕ, прошел чемпионат по футболу среди 5 классов. Затем 11-классники посоревновались за первенство с командой правительства республики. Несмотря на непогоду, футболисты вышли на поле в полном составе. Матч прошел напряженно. Школьники отважно сражались с командой администрации главы Чувашской республики и одержали победу со счетом 5-2. Игра показала замечательную подготовленность школьников. Михаил Васильевич отметил, что очень рад, что новое поколение растет крепким и здоровым. И эту тенденцию нужно поддерживать, дабы Чувашия в ближайшем будущем заявила о себе в футбольной сфере. Кстати, создание чувашской сборной по футболу планируется в ближайшем будущем. Не хочу, конечно, загадывать и опережать события, потому что, я говорю, спортсмены – люди суеверные, но в настоящее время мы как никогда близки к тому, что команда профессиональная сборной Чувашской республики будет играть в профессиональной футбольной лиге. Сначала это на уровне ПФО, а дальше уже будет зависеть от уровня мастерства. Скажу, что предусматриваем поддержку из республиканского бюджета на обеспечение участия этой команды в первенстве России. Поэтому я думаю, что будущее футбола в Чувашии есть. Я надеюсь, что к 2018 году, когда будет проходить в нашей стране чемпионат мира, я думаю, что чувашский футбол уже заявит о себе в полную силу. После завершения соревнований состоялись товарищеские встречи по волейболу в спортзале гимназии. Мария Лысенко, Николай Яковлев. Республика. Это была вся информация выпуска. До встречи в Республике.